Добрый вечер. Время новостей на АТР. 19 января, 1057-й день аннексии Крыма. В студии София Абляева. Сегодня в выпуске. Порошенко не сомневается в том, что Крым будет украинским. Нет никаких сомнений, ведь это украинская территория. Антироссийские санкции Америки – плата за Крым. Когда прекратите нарушать международные нормы, санкции будут сняты. Беспорядки на митинге 26 февраля инициировали ополченцы. Начало давки, которые провоцируют непосредственно члены народного ополчения, Аксенов. Аннексированный Россией Крым без сомнений будет возвращен Украине. Такое мнение выразил президент Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе. Петро Порошенко ранее говорил о том, что предоставление Украине безвизового режима со странами ЕС является важным элементом мирного возвращения Крыма и Донбасса. У меня нет сомнений, нет никаких сомнений, ведь это украинская территория, там живут украинские люди, это грубое нарушение международного законодательства. Но мы не хотим войны, мы хотим решить все на дипломатическом уровне. 2 дня назад были поданы очередные 2 иска в Международный суд ООН касательно терроризма и дискриминации со стороны России. Санкции против России – плата за вторжение Путина в Крым. Об этом заявил Барак Обама на итоговой пресс-конференции в Вашингтоне. 44-й президент США заявил, что Россия должна прекратить нарушать нормы международного права и полностью деоккупировать территорию Украины. Мы ввели санкции не из-за ядерного вооружения, а в защиту независимости и суверенитета отдельной страны. На Украину замахнулись, использовав силу. Это не мы так решили. Это оценка всего международного сообщества. А Россия и дальше оккупирует территорию Украины и вмешивается в украинские дела. И поддерживает своих военных марионеток, которые нарушают международные нормы. Путин осложнил отношения с США, а вторжение в Крым стало пиком этого процесса. Я сказал России, когда прекратите нарушать международные нормы, санкции будут сняты. Надежда Савченко попыталась объяснить журналистам, что она имела в виду, предложив на время сдать Крым России. Подобное высказывание народного депутата Украины вызвало волну негодования в украинском сообществе. Коллеги в парламенте назвали Савченко глупой и некомпетентной, а некоторые даже обвинили в госизмене. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны предложил Верховной Раде исключить народного депутата Савченко из состава комитета. Рада рассмотрит этот вопрос на следующей пленарной неделе. Крим здали в 2014 році. Якраз ті люди, які зараз залишаються при владі, які говорять дуже гарні пафосні речі і які зараз мене намагаються судити. Ви знаєте, я люблю Україну. Я за її територіальну цілісність. Я не за руський мір по всьому миру. Случаи нарушения прав крымских татар в Крыму продолжаются. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбидинов после визита в психиатрической больнице политзаключенного Энвера Мамутова. Во время беседы адвоката и его подзащитного постоянно находились посторонние люди. Мамутов – один из фигурантов дела Хизбут Тахрир в оккупированном Крыму. Я считаю, что это также нарушение права. Об этом заявлял ранее Эдем Семигляев, что он не был допущен к Эмиру Сиюну Куку. В настоящий момент мной будет подана жалоба на то, чтобы провели проверку по условиям содержания Энвера Мамутова в психиатрической больнице и на то, что не была обеспечена конфиденциальная встреча с адвокатом Энвера Мамутова и меня как защитника. Состояние другого фигуранта дела Хизбут Тахрир ухудшилось в СИЗО. Адвокат Эмиль Курбидинов заявил, что политзаключенному Рифату Алимову не оказывают квалифицированную медпомощь. На этой неделе у политзаключенного обострилась болезнь почек. Рифату Алимову очень плохо. Было как минимум 2 приступа в один день сильнейших почечных. Прибежал врач и сделал только обезболивающее. Но это не решает проблему, что Рифат Алимов еле уже из-за боли, еле передвигается. У него болят, отекли ноги,
болят почки и так далее. Еле-еле ходит из-за этого. Суд оккупированного Крыма продолжает рассмотрение вещественных доказательств по делу Ахтема Чийгоза. На 66-м судебном заседании просмотрели видеоматериалы, которые в очередной раз опровергают показания свидетелей стороны обвинения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. Заместителя главы Меджлиса Чийгоза обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. На представленных видеозаписях мы видим, что правая часть внутреннего двора, там, где находился Чийгоз, там абсолютно спокойно. Люди стоят, не совершают никаких незаконных действий. А вот в левой части двора мы видим на видеозаписях в это же время, примерно это 11:30 до 12 часов дня, уже выстроена цепочка ополченцев. Причем на одном из видеороликов мы видим начало давки, которые провоцируют непосредственно члены народного ополчения, Аксенов и присутствующие там казачество. Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях за бесплатными медикаментами. Среди севастопольцев немало льготных категорий граждан, тех, кто может рассчитывать на некоторые бесплатные лекарства. Для их получения горожане должны взять рецепт у врача, который действителен в течение лишь 3 дней. Из-за безвыходности севастопольцы крушат аптеки. Кто последний, товарищи? За вас. Нету лекарств наличии, вообще нет. Вот с 25 ноября сказали конец года, а теперь говорят начало года. У меня дома мама 99 лет лежит, я не могу стоять целый день, и лекарств нет у меня. Ну что мне делать? Уйду. А как я буду? Опять покупать? Я весь январь покупаю эти лекарства. Мне с Инкермана неудобно вообще есть. Как это? Ну как-то там, что нельзя. Раньше выдавали мне в Инкермане лекарства. Я без проблем получал при Украине без вопросов. Приходил в больницу к врачу, мне врач тут же выдавал. Теперь меня футболят по всему району, я не могу нигде получить. Вчера пришлось, поехал в Симферополь, в аптеку специально оборудованную, пришел, купил за наличные деньги. 2000 рублей отдал просто так, чтобы то, что мне положено государством, мне его не выдают. Как это объяснить, я вообще не понимаю. Мы только услышали. Мужчина простоял с самого утра, ждал, в очередь выстоял, и ему сказали, что его лекарств нет. Он вышел, он раздосадованный, конечно. Стрессовая ситуация. Симферопольские дороги превращаются в так называемые полосы препятствий. Участили случаи ДТП, машины проваливаются в открытые люки и поврежденные ливневки. Водители сетуют, на дорогах Симферополя после морозов появились много выбоин. На улице Буденного Мерседес провалился в эти ямы. На проспект Победы. Я ехала по проспекту Победы, поворачивала на улицу Буденного. Передо мной ехало еще 2 машины. 2 машины удачно проехали вот этот ливневый слив. А моя машина, когда мое переднее левое колесо наехало на слив, решетка провалилась. Повреждения видны. У меня передний бампер лопнул. Будем обращаться в независимую оценку страховую. И будем подавать в суд, потому что машина новая. Здесь постоянно так. Сколько ремонтируют, все равно. Дня 3 назад было. И как, в ту яму попал. Как вытаскивали машину? А я выскочил просто. Попал и вылетел. И много машин здесь побывало, не знаете? Много. Говорят, около 20 штук. До этого было получше. Это сейчас уже разбили. Да что тут говорить? Дам, что тут говорить? Ее сделают сейчас. Вот если вы хотите, сейчас уже дано задание, сейчас ее в течение, может, пару дней сделают. Можно ли молиться на украденной или захваченной земле? Муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА Саид Исмагилов рассказал, что богословы ислама считают, если земля насильно отобрана у хозяина, то она считается ворованной. Он отметил, что если человек молится на украденной территории и не признает право собственности земли настоящего владельца, такая молитва недействительна. По этому поводу
Одни считают, что молиться на насильно отобранной земле, если ты знаешь, что есть настоящий владелец, есть тот, кому она принадлежит по закону, можно, и такая молитва принимается. Если же человек, который молится на уворованной, насильно отобранной земле, не признает право собственности настоящего владельца, вот такая молитва является греховной или даже недействительной. Но только в том случае, если мусульманин считает, что эта земля законно была отобрана у настоящего владельца. Когда между государством Украина, которое является владельцем земли, и между мусульманской общиной, которая строит мечеть на этой земле, устанавливается определенный договор. То молитва мусульманина в оккупированном Крыму или в Донбассе является действительной только если он знает, что она является насильно отобранной у реального хозяина, а реальным хозяином является государство Украина. 170 человек убито, 700 ранено, 400 пропали без вести. В Киеве вспоминали события Черного января. Это трагическая дата в истории азербайджанского народа. В ночь на 20 января 90-го года советская власть ввела в Баку войска, чтобы сохранить контроль над республикой. Танки давили машины и людей, солдаты расстреливали горожан. В Азербайджане эту трагедию называют переломным моментом в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Стремление к свободе и невинные жертвы сегодня как никогда объединяют республику с Украиной. Режим Советского Союза при руководстве Горбачева хотели подавить волю народа азербайджанского и тем самым показать наглядным примером, как это будет в отношении других республик, если они поднимут голову против Кремля, если они будут требовать свои гражданские права. Украина, как никакая другая страна, сегодня понимает и поддерживает вас, воспринимает вашу боль, потому что сегодня мы ведем войну с московским агрессором. Тысячи наших героев погибли, защищая украинскую землю от кремлевских войск и наемников Путина. Пока это все. Следующий выпуск «Заман» смотрите через 2 часа. Далее на АТР документальный фильм «Дети войны». Будьте с нами. До завтра.